Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Фейсбуктагы түз эфирдин катышуучулары. Здравствуйте, уважаемые участники прямого эфира на Фейсбуке. Сегодня Координационный совет общественных советов государственных органов проводит данный прямой эфир при поддержке проекта Европейского Союза «Открытые сообщества, открытые СМИ». Тема нашего прямого эфира – это откровенный диалог о ситуации в образовании и социальной помощи Кыргызской Республики в период коронавируса и после. Тема нашего, то, что мы отметили, сегодня очень важно это. И, уважаемые коллеги, начиная с объявления карантина и введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, правительство через средства массовой информации доводит до населения информацию о проделываемой работе по различным направлениям ежедневно. Однако, как показывает практика, много вопросов остаются без ответа и не могут задаваться, и эта площадка является хорошей возможностью ответить на многие вопросы, которые наши граждане хотят задать и получить ответ. Очень надеемся, что представители Министерства труда и социального развития сегодня представят исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. Но хотелось бы отметить, что сегодня также были приглашены и представители Министерства образования и науки, однако в последний момент они отказались принять участие в прямом эфире. Надеюсь, что на следующую встречу они обязательно придут и ответят на возникающие вопросы, потому что их очень много, эти вопросы, которые накопились у наших граждан, и они ждут ответов. Модератором сегодняшней встречи являюсь я, Абдыров Тюренбек Шакирович, председатель Координационного совета общественных советов государственных органов. Также в прямом эфире принимают участие приглашенные гости из Министерства труда и социального развития. Это Кубатова Кулира Идрисовна, начальник управления по развитию социальных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам. Второй наш гость – это Айнура Шашиналиева, главный специалист отдела по развитию социальных услуг, семье и детям, а также Джартынай Рустамовна Амракунова, главный специалист отдела государственных пособий. И сейчас с дороги едет тоже наш представитель Координационного совета Айтбаева Чинара Джейнбаевна, она руководитель комитета по мониторингу внешней помощи, и в ближайшее время она присоединится. Но хотелось бы сразу, не теряя времени, начать наш прямой эфир. И, уважаемые коллеги, хотелось бы сразу договориться о формате сегодняшнего нашего прямого эфира. Это отвечать на вопросы как можно подробнее, но недолго, потому что вопросов очень много у нас. Поэтому хотелось бы, чтобы многие заданные вопросы, они получили ответ. Ну и первый вопрос сразу, который я хотел бы задать, вообще вот нам поступили вопросы. Сколько человек, семей получили помощь, а сколько еще ждут поддержки? Если те, которые еще ни разу не получили, такие граждане есть у нас? Добрый день, уважаемые. Спасибо большое за приглашение и за такую предоставленную возможность нам рассказать про нашу деятельность, что нами делается в рамках антикризисных мер. В настоящее время у нас действует горячая линия 1227, которая принимает заявки на получение гуманитарной помощи. Также у нас работает 1227 Түндүк Кейджи, которая в режиме онлайн тоже вы можете оставить заявку на этот сайт. Через 1227 колл-центр у нас поступило около 300 тысяч заявок. Через Түндүк Кейджи 501 400. В общем, у нас 800
тысяч с лишним заявок на сегодняшний день. И из них у нас оказана помощь на 28 апреля 351 тысяча. Сразу надо отметить, что у нас в настоящее время работают специальные комиссии, которые созданы в районных государственных администрациях, при мэриях. Председателем данной комиссии по распределению гуманитарной помощи является заместитель руководителя районной госадминистрации или мэра города, который курирует социальные вопросы. Также в состав этой комиссии входит территориальное подразделение нашего министерства, и одним заместителем комиссии, председателя комиссии является представитель гражданского общества. В этом положении мы прописали, что обязательно составляются ведомости на получение гуманитарной помощи. Эта ведомость составляется со слов самого получателя, то есть мы не запрашиваем никаких подтверждающих документов. Он подходит, говорит свою фамилию, адрес, телефон контактный, расписывается. И также в этом положении прописано, что эти ведомости в обязательном порядке передаются. Одна копия передается в наше районное управление, наше территориальное подразделение, передается в районную государственную администрацию, а одна копия ведомости остается у самих айлукмыты или территориальных подразделений, учреждений, и одна копия передается обязательно в органы по борьбе с экономическими преступлениями. В настоящий момент по всем заявкам мы сейчас работаем, но надо здесь учесть, что ежедневно у нас где-то поступает от 27 до 30 тысяч заявок. Понятно. Спасибо. Второй вопрос, который поступил нам, это вот сколько дополнительно нуждающихся зарегистрированных с начала введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения? Но у нас сейчас где-то если у нас в общем 800 тысяч заявок, из них мы 350 тысяч оказали помощь, то получается где-то уже 450 тысяч, которые мы должны еще оказать помощь. Но дело в том, что заявки не поступают каждый день, и при этом это тоже зависит от объема оказанной гуманитарной помощи. Допустим, если в семье проживает 5 человек и ему оказывают гуманитарную помощь небольшим пакетом, соответственно, эта продуктовая помощь ему может хватить всего на неделю максимум. И в последующем та же семья, она вынуждена обратиться снова к нам за продуктовой помощью. Вот в соцсетях, если посмотреть, много информации, что ответственные люди вносят всех своих родных и знакомых в списки нуждающихся. Вообще у вас ведется какая-то работа, вы проверяете такую информацию и как доводите результаты до общественности? Как я уже сказала, что специальным распоряжением правительства у нас разработано положение по комиссии по распределению гуманитарной помощи. И там прописано, что комиссия является ответственной за достоверность этих списков, она утверждает ее, но, к сожалению, конечно, может быть, это уже какой-то человеческий фактор, когда уже те представители органов местного самоуправления, территориальных подразделений, местных территориальных управлений, там, городов, мэрий, где-то включают, может быть, не совсем точные списки. Поэтому эти списки подаются непосредственно самим айлюкмыты или МТО. В последующем это выносится на комиссию, и комиссия утверждает этот список. Но вот результатов таких вы не было, да? Но обращение есть. Сейчас на уровне министерства мы создали мониторинговую группу. Это группа наших специалистов, сотрудников министерства, которые через интернет-сайт 1227 проводят мониторинг именно получателей, кто получил, сколько получил. Бывает, что
одна и та же семья или один и тот же человек там несколько раз получает гуманитарную помощь. Поэтому у нас в настоящее время работает мониторинговая группа. И эта мониторинговая группа еженедельно будет предоставлять нам аналитический отчет, где в каких районах у нас есть такое дублирование, может быть где-то некорректные вводы. Мы это все будем отслеживать, и согласно этого нашего приказа, которым мы организовали эту мониторинговую группу, мониторинг будет проводить эта группа в течение 2 месяцев после окончания режима ЧС и ЧП. Но просто дело в том, что уже месяц, как карантин длится, уже нарекания те идут, и до сих пор вы говорите, что создана комиссия, да, и вы хотите. Да, меня зовут задать Шнара вопрос. Илья. Здравствуйте. Я хотела спросить, кто входит в эту мониторинговую группу? В мониторинг Могут ли общественники тоже войти в эту группу? мы открыты, мы согласны даже включить из числа общественников тоже, и в принципе это как бы открытая работа. В мониторинговую группу в настоящее время у нас вошли наши сотрудники, но если из числа общественников будет, то мы в принципе готовы сотрудничать. Мы вам передадим это пароль-коды, там специальные логины мы должны передать, но пока еще никто к нам еще не обращался. Но мы можем кандидатуру, да? Да. Чтобы включили. Да. Уважаемые коллеги, то, что я вам ранее говорил, к нам присоединилась Айтбаева Чинара, это вот член Координационного совета, общественного совета, руководитель комитета по мониторингу внешней помощи. Но мы дальше продолжаем, вопросов, конечно, очень много, и вот сегодня стоит такая проблема. Часть наших молодых ребят, которые в свое время уехали в Россию, в Казахстан, в другие страны, они трудились, и вот в связи с тем, что там тоже возникли определенные моменты, вот они приехали опять в страну, и с начала введения чрезвычайных ситуаций и чрезвычайного положения вообще сколько их зарегистрировалось и как нуждающихся вот в помощи? Я вот еще отмечу, что вышло специальное распоряжение правительства. Мы продлили все сроки действия наших государственных выплат. То есть в настоящее время мы дополнительно не собираем справки, не регистрируем, а те выплаты, которые у нас производились, мы их продолжили. Насчет новых зарегистрированных, как я уже говорила, мы когда распределяем гуманитарную помощь, мы ни у кого не запрашиваем какие-то подтверждающие документы. То есть он является ли лицом с ограниченными возможностями здоровья, он является там персональным ассистентом или получает пособие по ИБЛ. Мы такую информацию не берем. Если человек нуждается, если представитель АИОК-МТ, который составляет списки, представитель органов местного самоуправления считает, что он нуждается. Есть категории, которые, допустим, временно остались без работы, ну, те же таксисты, швейники, они включают, потому что, насколько известно, сами знаете, что органы местного самоуправления, они больше владеют этой информацией, и поэтому по этим спискам они предоставляют на комиссию. И, соответственно, мы каких-то документах ничего подтверждающих не запрашиваем. Смотрим только на нуждаемость этого человека. Независимо, он мигрант или гражданин, который работал, временно остался без работы, но у него, если после снятия режима ЧС-ЧП будет возможность работать и зарабатывать, мы на это не смотрим. Если он нуждается, мы оказываем помощь. То есть не ведется, да, статистика? Статистики нету, получается. В настоящее время, вот через 12-27 KG мы хотим еще дополнительно разработать модули, и чтобы у нас эта статистика была, мы хотели определить статус этого гражданина. Там, он, допустим, работал, не работал, зарегистрирован, не зарегистрирован. А что касается официальной статистики, у нас 97 400, которые у нас безработными считаются, зарегистрированы у нас в службах занятости, и 156 тысяч официально безработных, это дает Нацстатком. Можно это еще вопрос? Мне на WhatsApp приходит информация, что
нуждающиеся еще месяц назад заполняли через 12.27, но уже месяц до сих пор на рассмотрении. Вот насколько, сколько, периодичность, сколько рассматривается? И все ли, сколько процентов получили помощь из тех, кто зарегистрирован в 12-27 портале? Я до этого сказала, да, что у нас на сегодняшний день 500 с лишним тысяч зарегистрированы, которые в Тундук 1227 Тундук KG, 300 тысяч у нас обращений через 1227, это колл-центр, в общем у нас 800 тысяч с лишним. То, что касается, да, вот есть заявки, которые 1 апреля, они вот когда эта система только начала работать, они ввели. Мы эти списки заявки передаем территориально, то есть если, допустим, этот гражданин проживает там в Узгене или в Аше или в Баткене, мы эти списки передаем. По этим заявкам выходят органы местного самоуправления, уже смотрят, да, этот человек подал заявку, ему нужна помощь, и передают эти списки на комиссию. А комиссия уже подтверждает, и дальше оказывается помощь. Поэтому здесь надо отметить то, что мы принимаем только заявки, то есть они к нам обращаются, мы эти заявки передаем органам местного самоуправления. А органы местного самоуправления уже готовят эти ведомости на получение гуманитарной помощи. То есть вот на сайте, в портале отметка на рассмотрении, она так и будет висеть, что ли? То есть оказана помощь или После отказано, такого нет? Мы передали заявки, если они на комиссии это рассмотрели, этому гражданину оказали помощь, нашим сотрудникам передают эту ведомость. Как я уже говорила, одна копия ведомости передается в наше районное управление. И, допустим, и районное управление, сейчас, допустим, у нас в штабе сидят наши сотрудники, они уже отмечают, что вот этому гражданину, согласно этой ведомости, оказана такая-то, такая-то помощь, там кому-то мука, кому-то там масло. По этой ведомости они уже делают отметки, и это выходит, что ему оказана помощь. Но, к сожалению, в некоторых местах наши просто не успевают это еще вести. А сколько процентов получили? Ну, 350 тысяч сейчас получили, мы покрыли. Вот из 800 тысяч обращений, заявлений точнее, мы 350 тысяч оказали. Получается около 20%. Да, выходит, да. Уважаемые коллеги, вот еще такой вопрос, вот сколько людей в Кыргызстане получают пособия? И сколько из них получили вообще продуктовую помощь? У нас вот тоже очень такой острый вопрос. Кстати, вот здесь говорят, пишут наши слушатели, Махаббат Джумагулова, она говорит, у меня есть факт о том, что некоторые получали по 2 раза, допустим, помощь, а некоторые не получили ни разу. И она приводит пример, это говорит жилмассив Киличи. Допустим, знаете, нет, из первого пособия, да, потом вы тоже ответите. Здравствуйте, уважаемые зрители. По статистическим данным на 1 апреля 2020 года всего получателей по республике государственных пособий 407 329 человек. Если остановиться по видам государственных пособий, Вибригокумок получает 312 763, и социальные пособия. Дети с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет – это 32 439. Дети с ограниченными возможностями с детства – 33 284. Лица с ограниченными возможностями здоровья от общего заболевания – 7690. И дети-сироты – 1193, престарелые граждане – 1219. Да, но вот вы сейчас ответите, я к вам еще дополнительно тому, что вот по 2 раза выдают, и это вот, допустим, в жилмассиве Киличи говорят. Есть еще вот такой вот, Светлана Баштаенко у нас задает вопрос.
группа неравнодушных граждан оказывает продуктовую помощь. И в процессе раздачи видим, что нуждаются больше на окраине Бишкека внутренние мигранты, как бы тем, у кого нет прописки и регистрации. Приходилось, говорит, оказывать помощь и иностранным гражданам, которые не смогли выехать в условиях карантина, прибывшие из страны по работе. Им оказывают в квартире по причине неуплаты, как им быть, то есть им отказывают, выселяют из квартиры, и как им быть по этих условиях. Вы эти вопросы рассматриваете в министерстве? Вот по тому вопросу, который 2 раза получают и которые неравнодушные граждане приходят, оказывают помощь им, очень большое спасибо. И да, есть, которые приходят граждане уже непосредственно сами приносят какую-то помощь, передают, но той помощи, которая идет через 1227, как я уже сказала, если органы местного самоуправления, те же квартальные, да, кондоминиумы, они составили список, и этот гражданин 2 раза получил, к сожалению, мы это не можем отследить, в настоящее время, потому что это как бы на уровне органов местного самоуправления это все работает. Что касается иностранных граждан, да, если они оставляют заявки, независимо от того, он является ли гражданином или нет, если ему нужна помощь, она оказывается, и, как я уже сказала, через эти списки, которые дают нам органы местного самоуправления. Насчет выселения из квартир, к сожалению, мы этот вопрос тоже не можем регулировать, потому что если какая-то частная квартира, и это уже частная собственность отдельного гражданина, и это на его усмотрение, мы не можем ему говорить, чтобы он не выселял, но, конечно, мы оказываем содействие при возможности, где-то, если, может быть, переговорить, но, к сожалению, именно вот с этими квартирными вопросами, с кредитами, очень много к нам тоже обращается. Это тоже те моменты, которые не в компетенции нашего министерства. Ну, по кредитам понятно, там есть Министерство финансов, Национальный банк, правительство, они договорились. А вот есть граждане, действительно, внутренние мигранты и иностранные граждане, они жили здесь, нормальные условия были, они работали, они оплачивали. В этот момент так случилось, это же форс-мажорное обстоятельство, он не по своей вине это все делает. Как быть? Их сейчас выкинут на улицу, что они будут делать? Есть даже обращение насчет этих граждан, которые имеют квартиры и сдают в аренду. Были призывы, чтобы временно они не требовали плату за квартиру. При обращении, конечно, через 1227 мы оказываем всяческое содействие. Опять же, я еще раз повторюсь, это через органы местного самоуправления. В настоящее время у нас еще действует и депозитный счет 1227, куда тоже оказывается помощь в виде денежных средств. Но если на уровне местного самоуправления будет такое решение, допустим, у нас через депозитный счет у нас финансируются и наши, передаются эти деньги решением правительства в полномочные представительства, мэрии городам. Мэрии городов мы тоже передаются средства, но это уже больше решается на уровне местного самоуправления. Вот у нас еще поступили такие вопросы, много вопросов. Вот один из вопросов. Помимо помощи из Госматрезерва и бюджета, сколько людей и организаций оказали поддержку населению? И в каком количестве? Вообще вы отслеживаете, ваше министерство, такую информацию? Как вы это ведете работу? Мы сейчас, как я уже сказала, этот 1227 Тюндюкиджи совершенствуем. Именно мы хотим, чтобы была прозрачность и открытость. То есть мы уже вводим такое понятие, как источник. То есть если там гражданин получил продуктовую помощь, соответственно, мы рядом указываем, из какого источника он получил. И это был может быть, частный предприниматель, может быть, фонд Матрезерва. Это все у нас сейчас в базу вводится. И
В принципе, такую информацию в настоящее время, может быть, она еще не полная будет, потому что это как бы этот интернет-ресурс, он заработал немного позже, и, можно сказать, мы каждый день его совершенствуем. Но в последующем такая информация будет. И это цель этой нашей работы для того, чтобы вот когда организация или гражданин, который сейчас оказывает помощь, да, вот когда после режима ЧП-ЧС и придет к нам и скажет, вот я, допустим, давал 200 тонн муки, и кому они раздали, вот, чтобы у нас была возможность пофамильно вытащить, вот сказать, распечатать, вот та помощь, которую вы оказывали, получили такие-то, такие-то, с полной информацией, чтобы он мог просто, может быть, позвонить и узнать, да, действительно ли вы получали. Чинара, вы хотите? Да, я хотела задать вопрос. Вот с начала карантина, да, мы были все свидетелями по поводу детских суицидов, да? Вот я хотела бы у вас спросить, какие меры предпринимаются, чтобы предотвратить такие или семейное насилие, может быть, любые такие моменты. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я хотела бы вначале озвучить статистику, что во время чрезвычайного положения по республике зарегистрировано 9 фактов суицида среди детей, из них в Сыркульской области 6 фактов, в Чуйской 2 и в Бишкеке 1 факт. По данным фактам на данный момент идут следственные мероприятия в целью определения причин суицида среди детей. Также хочу отметить, что Министерство труда работает телефон доверия 112, где психологи доставляют онлайн-консультацию детям, которые подвержены насилию, или детям, у которых депрессия. Любой ребенок может обратиться в эту службу и получить онлайн-консультацию детских психологов. Также хочу сказать, что после проведения консультаций с детьми эти психологи перенаправляют данную информацию в соответствующие органы, то есть Министерство труда, в МВД, если в случае насилия над детьми, или Министерство здравоохранения. Тогда, если вот подростки вдруг вот насилие, они сразу должны в 112 обращаться? Да, 111, да? да. И также у нас работает сейчас диспетчерская служба 112, это служба МЧС, но там тоже у нас там люди могут обращаться женщины, которые подвержены семейному насилию или гендерному насилию, да? И там тоже проводят онлайн-консультации психологи наши. И на местах тоже у нас работают кризисные центры в регионах, в Караполе, в Бишкеке. Там тоже работают у нас 17 психологов, которые тоже онлайн предоставляют. А как вы вот доводите эту информацию до региона? Почему? Потому что мы в последнее время слышим, именно в регионах очень много вот как раз этих суицидов детских много происходит, и насилие вот, семейное очень много происходит. Тут, там, в городе-то привыкли, все они умеют обращаться с информацией, звонить, знают куда. А вот именно как вы доводите в регион? В регионах у нас работают вот, территориальное управление соцразвития, тоже они проводят разъяснительную работу на местах. И вот служба 112 тоже сейчас разрабатывается вот, через СМС-сообщения. Мы тоже будем оповещать людей, что они в случае жестокого обращения или насилия могут обращаться на эти телефоны или в эти центры для получения консультации психолога. То есть кроме 111, линий и 112 и обеспечения психологами ничего не было предложено, да, в МТСР? Ну, пока идет работа дистанционная на данный момент, вот во время ЧП. Уважаемые коллеги, я бы еще опять хотел бы снова задать вопрос такой. Вот многие, ну, мы сказали, иностранцы, там, и внутренние мигранты, опять, что делать в этих условиях? Вот вы, как Министерство социального труда и социального развития, как вы обсуждали эти вопросы? Вот они сейчас вот на квартире многие живут, они не прописаны здесь, нету их списков здесь. Туда, до своего места назначения, откуда они приехали, они не смогут добраться. Вот как им быть в этих условиях? Куда они должны позвонить? Кому они должны обратиться? И, кстати, по поводу позвонить, говорят, постоянно не берут трубку. Трубку. Да, и
почему такое отношение, либо не успевают диспетчеры? Да, во-первых, когда этот номер 1227 открылся, только начал заработал, у нас действительно это очень была большая нагрузка, и учитывая, что там у нас всего сидело там 2 или 3 оператора, мы, естественно, не успевали. Сейчас вот этот 1227 интернет-ресурс, который, в принципе, через мобильное приложение, его можно сказать, это, туда войти и оставить любое сообщение, оно сразу территориально разделяется. Допустим, если человек написал, что он проживает в Волжской области, там, в таком-то районе, соответственно, это сообщение идет именно в то районное управление, откуда пришла заявка. Через 1227, но дозванивается, да, есть нагрузки, что бывают сбои, но сейчас, чтобы из-за того, что много обращений было и операторы просто это не выдерживали, мы сейчас вот через Тундук KG работаем 1227, там оставляется заявка, и в принципе ее по тому коду, который вам выдается, вы можете отследить там именно вашу заявку, да, что вот вы подавали такого-то, вот, вы получили, не получили на рассмотрение. Что касается наших, да, вот у нас очень большая проблема то, что наши новостройки, которые не имеют вот территориальной единицы, да, вот неопределенные, по ним тоже мы работаем. У нас в первую очередь вообще у нас жилмассивы были, которые на окраинах Бишкека, для них специально уже тоже первая мука, которая была выделена из матрезерв, она распределена была именно для этих новостроек. Также то, что граждане приехали и остались здесь, мы уже сказали, что они могут обращаться. Через 1227 оставляют заявки. И независимо, там он мигрант или кто, мы, соответственно, оказываем помощь. Вы знаете, немножко противоречивое, да, у меня такое ощущение. Вы сказали, что 800 тысяч заявок, да? Из них оказано около 350 тысяч людей. То есть почти 80% не получили помощь. А вы сейчас говорите, обращайтесь, мы всем оказываем. Вот и 80% не получили помощь. Я вам еще раз сказала, еще раз повторюсь, допустим, обращается семья, да, он состоит из 5 человек. У нас сейчас, ну, знаете, вы поймите, что гуманитарная помощь – это то, что нам принесли, да, принесли там один пакет, который, может быть, на эту семью он хватит всего на 2-3 дня. Ему эту помощь оказали, соответственно, через неделю или через какое-то время этот же человек, он снова подает заявку. И из этих, которые вы говорите, 80%, которые еще мы не обслужили, какая-то часть, она уже получала эту гуманитарную помощь. Есть повторное обращение. Можно я это расскажу? И у нас очень много таких случаев. К сожалению, мы сейчас никого не хотим оставить без внимания, потому что сейчас эта программа, она нам не снимает дублирование. Вот, допустим, одна семья, 5 человек живут, может отец через 1227 написать заявку, может мама позвонить через 1227 оставить заявку на тот же адрес, на ту же семью. И точно так же другой член семьи. Поэтому из одной семьи у нас может сейчас поступить, допустим, 3 заявки. Но мы эти все 3 заявки включаем. Почему? Потому что может быть так, что, ну, может быть, они живут отдельно. И мы, допустим, не снимаем даже те, когда дублирующие телефонные звонки. Допустим, с одного номера подают там по 5-6 заявок. Мы их всех включаем, мы никого не исключаем. Одна продуктовая помощь на сколько дней или недель хватает? Я вам скажу, что эта продуктовая помощь, это то, что нам предоставили. Вот кто-то, допустим, Риха привезла колбасу, эту колбасу мы раздаем. Какая-то организация, она сразу пакетами дает, да, допустим, коробками, там, столько, там, 2 килограмма сахара, 5 килограмм муки, масла и так далее. Вот эту коробку мы и раздаем. Поэтому то, что принесли, то и мы передаем нашему населению. То есть вы не рассчитываете, да, сколько нам должно хватить на неделю, на 2 определенные семьи? К сожалению, вот, допустим, когда выделялись деньги с нашего депозитного счета, эта комиссия специально определяла по распределению
гуманитарной помощи, продуктовой помощи. Они, допустим, установили цену, что одна продуктовая помощь, вот мэрии они сами закупали, деньги им выделили, они сами закупили и распределили. То есть мы уже не можем включаться в тот процесс, когда они проводят закупку. Но здесь тоже, допустим, Баше, у них свой продуктовый набор они закупают. Мэрия города Бишкек, у них свой продуктовый набор в зависимости от регионов. Мы не говорим, что именно вот это закупаете. А по поводу комиссии, вот ваши, например, из гражданского общества привлекли представителей, да? Они буквально во всех соцсетях пишут, вот это нужно, вот это сделали, вот столько-то распределили и так далее, вот столько-то, на столько-то должно хватить. А почему в Бишкеке тишина? Почему? Может быть, это все-таки непрозрачно? У нас вышло 110-е распоряжение. В этом распоряжении мы утвердили порядок работы комиссии по распределению гуманитарной помощи. В этом же распоряжении прописано, что в районных государственных администрациях, в каждой мэриях городов создается комиссия по распределению гуманитарной помощи. Председателем является заместитель руководителя госадминистрации или вице-мэр, да, курирующий социальные вопросы, и два заместителя, один из представителей гражданского общества и второй представитель, который наш орган социальной защиты, наш начальник управления социальной защиты на местах. И туда же включаются представители организаций здравоохранения, образования и некоммерческие представители гражданского общества. То есть этим распоряжением мы этот порядок уже расписали. В настоящее время во всех райгосадминистрациях, во всех мэриях эти комиссии есть, они работают. Не только ваши. Уважаемые коллеги, мы продолжаем, у нас время идет неумолимо. Хочется побольше задать вопросов и постараемся, как мы вначале договаривались, емко, но кратко, да? И вот следующий вопрос опять Махаббат Джумалова у нас задает. Обратиться после насилия – это разве выход из ситуации? А что делается насчет предотвращения насилия в семье с детьми, работа или борьба против насилия, самой проблемой? Вообще есть такая вот деятельность какая-то определенная, превентивные какие-то меры? Да, работа ведется. Вот до введения чрезвычайного положения у нас на местах работали штабы, которые проводили подворовые обходы в целях предотвращения насилия. Вот, на местах наши работники обходили все дома и мониторили, как дети живут, да, особенно дети, которые живут, дети группы риска, дети мигрантов. Что мы видим по видео, видите, да, уже дома сидят все, и вот отцы начинают избивать, там еще к сожалению, сейчас вот избивают. во время карантина это сложно делать, и мы работу проводим дистанционно. А до карантина, конечно, работа велась и будет продолжаться после карантина. Эти же подворовые обходы будут продолжаться. Следующий вопрос у нас Аимджан Иманалиева задает вопрос насчет гуманитарной помощи. Она пишет: в Московском районе я отправляла списки для нуждающихся еще в начале апреля. До сих пор семьи не получили помощь. Куда вообще можно обращаться? Вот вы конкретно скажете сейчас, по каким телефонам, адресам? На 1227 может обратиться, на 1227 Тюдукейджи, может она сама заполнить эту заявку. Она пишет, что отправляла уже списки нуждающихся. Также, если она проживает в самом Московском районе, она может обратиться к квартальному комитету, органам местного самоуправления, то есть это МТУ, да, территориальное управление, и АИЛУК, это тоже, которые непосредственно занимаются составлением ведомостей. Наши районные управления по этим заявкам, которые 1227 к нам поступают, мы эти заявки передаем органам местного самоуправления, органы местного самоуправления уже сами смотрят,
допустим, по тому же Московскому району, если она оставила заявку, эта заявка уже у нас сидит в нашем Московском районе. С начала Сама апреля, система- просто с этим с начала апреля они до сих пор не Ну, мы уточним с Московским районом, а так эти комиссии заседают, по-моему, ежедневно во всех районах, и они должны были уже предоставить им эти Да, она заявки. пишет, вот обращались в 1227, и госадминистрацию, говорит, обращались. Мгм. Но до сих пор вот нету никаких. Ну, говорят же, 800 тысяч подали, 350 только получили, около 60%, ну, просто денег в бюджете нету, да? Организации, помощь организации тоже На исходе, да. Да, на исходе. И в связи с этим у меня тоже дополнительный вопрос. Вот вы сказали, вот РИХа, да, юридические лица тоже помогают. Вот можете обозначить, количество юридических лиц, сколько оказали? Юридических лиц там много, частные организации есть, фирмы наши оказывают, благотворительные фонды, международные организации. Это не только продуктовая помощь, оказывают и дезинфицирующими средствами защиты. Поэтому точно, прям отдельно я не могу сейчас говорить, потому что много организаций, я не хочу кого-то выделять отдельно. Поэтому, общее количество. в последующем, конечно, вот эта система через систему 1227 мы хотим и обеспечить эту прозрачность, чтобы та организация, которая оказала помощь, она могла прийти, спросить, и мы могли им показать, вот ваша помощь на такую-то сумму была, столько-то, я не знаю, весом, килограммом, штуками вы нам передали, и эта помощь, которую вы нам давали, мы оказали всем нуждающимся в целях этого, и 1227 мы хотим дальше уже совершенствовать. Здесь пишут как раз Раякан Сальбами, она пишет, говорит, туда не отправляйте, говорит, 1227, вообще не отвечает. И пишет, говорит, в Высокотинском районе живет семья родственника с 9 детьми. Звонила в районный штаб, пообещали, но не оказали. Токмок тоже не включили в список в Токмаке. И говорит, кто может оказать помощь вообще, куда обращаться? 9 детей в семье, и до сих пор никакой помощи не оказано. Но они, да, в Высокотинском районе живет семья, и они обратились в районный штаб, они попробовали в город Токмок тогда, тоже не помогает, в смысле не реагируют. А на 1227 обращаются, там не отвечают. Они в 1227 на колл-центр, наверное, звонят. Я же говорю, эта линия очень загруженная. Надо попробовать через 1227 Тундукейджи. А по поводу 9 детей я хотела бы сказать, если эта семья многодетная, если она считается как бы получателем наших пособий, скорее всего, и и они у нас в органах социального развития уже состоят на учете. Им должны были оказать помощь, но мы будем уточнять. Дальше вопрос такой. Партнерство общественных советов и СМИ задают такой вопрос. Какими органами власти Министерства труда и социального развития взаимодействует в ситуации вот именно с COVID-19? Наше министерство является членами штаба по распределению благотворительной помощи, которая поступает от юридических и физических лиц. И, соответственно, мы взаимодействуем со всеми государственными органами. И я не знаю, мы со всеми, конечно, взаимодействуем. Bizde de anında soruldu Kırgızça. Materialдык резервтен берилген ундардын айрымдары сапат аябай начар болгондуктан жегенге мүмкүн эмес дейт. Эмне үчүн сапатсыз ундарды берип жатышат дейт да. Бул суроону эми фонд матрезервке берген туура болуп болуш керек. Эмне үчүн бизге баягы разбронировка кылып берген унду биз ошону таратып беребиз да. Анан кийин бул ундун сапаты жөнүндө биздин министрлик жооп бере албайт экен да, кечиребиз. Анан мындай дейт да, гуманитардык жардамды бөлүштүрүүдө айыл жерине көп көңүл бурулбай жатат деп жазып атат да, ошол аймактардан жазып атышат.
социалдык тармактардан көбүнчө Бишкек, Ош, Жалал Абад деген шаарларга берип жаткан учурлар көп байкалууда дейт да. Берден мындай болот болуш керек, бул Ош, Бишкек, Жалал Абад ичинде социалдык тармактарда активдүүрөөк болгон үчүн ошон үчүн көбүнчө информация болуп атат. Мындай ар бир жерлерде биз айтып кеткендей ушу комиссиялар түзүлгөн, ушу комиссиялар иштеп атат, жерлерде дагы жардам көрсөтүлүп атат да. Эми ал баягы мүмкүн социалдык сеттерде ошолор активдүүрөөк көрсөтүлүп аткан болбосо, калган жерде эле ушундай иштер жүрүп атат. Ошо комиссияларга да рекомендация бериш керек го, через соцсети тоже давали информацию, да? Ошондо бир мындай маалымат эки жактуу болсун деп, эгерде элге ушундай маалыматты бергенге айтыш керек, ошол соц тармактарга чыгып, маалыматтарды кеңири жайып деп, мындай иштер болуп атат деп, мынча жардам көрсөтүлүп атат дегенде бир жумушту жүргүзүш керек окшойт. Анткени мына элдер айтып атат, көп эле ошол соц тармактарда ошондой эле маалыматтар чыгып атат, ачык айтканда. Да, можно, да, вопрос? По поводу народного штаба «Биз барбыз». Они сами начали, да, вы же знаете, они сами самоорганизовались, сами начали отвозить продукты. Потом в СМИ прошла информация, что вы, мэрия, они все объединились, да? Вот у меня, вот до того, как они объединились, скольким людям они уже помогли? У вас есть такая информация? У нас 135 тысяч. Или у них отдельная статистика, вы не отслеживаете? У нас сейчас, вот, как я уже повторюсь, до введения 12.27 у нас же тоже гуманитарная помощь распределялась. Мы ту помощь, которая до этого была оказана, мы сейчас это все в эту систему вводим. И если они нам предоставляли эти все документы, соответственно, она будет здесь, в этой системе. Мы хотим вообще всю помощь, которая у нас вот через нас проходила, чтобы она была отражена в этой системе. То есть у вас пока мы ничего не можем сказать. У нас такой информации нет. Да, бир суроо болуп атат. Саламатсыздарбы дейт. Айзат Качкынова жазып атыптыр. Саламатсыздарбы дейт. Түп районунан күн жардамга тизме жазган. Карантин башталганда эле жиберген дейт да. Вортко салган дейт 12:27-ге дейт. Анкета толтуруп кетирген. Эч кандай келген жок. Башка жерлерде келип атат дейт да, башка жерлерге. Элдер мени күтүп атат, качан бердилет, айткандан кийин беришпейби деп 12:27 жооп бербей атат деп. Том району болсо бул Том район, Түп районунун ошол акимчилигиндеги штабка кайрылыш керек. Биздин заявкалар, биз 12:27-ден чыккан заявканы биз ошол районго беребиз да, район штабыначы. Анан ошол жактан ошол айыл өкмөттөрү ошол тиги тизмелерди толтуруп, анан комиссияга чыгарыш керек да. Эми өзүңүз көрүп атасыз, көбүнчө ошол аймактарда мындай иштин жиынтыгы жакшы натыйжалуу болбой атат. Көп элдер кыйналып атат, мына ошол жазылып, жана кайтып атканда соц тармактарда да ушундай өкүнүчтөр көп болуп атат. Бизге жакшы көңүл бурбай атат, жардам жакшы бербей атат, администрациядан жакшы көңүл бизге бурулбай, анан өзүнүн туугандарына берилип атат дегенде ушундай бир көп баягы сыноолор, сын пикирлер келип атат. Ошол жагынан бир ишиңерди жүргүзбөсөңөр болбойт го, элдерди кыйналып аткан кезде да. Я хотела еще уточнить. Вот в соцсетях все говорят, что вот эти ответственные, кто списки формирует, они только своих родственников, друзей, знакомых включают, да? Вы с этой информацией что-то делаете? Конечно, мы же говорим, что эта комиссия, которая рассматривает, она в принципе ответственна за эти списки. И если даже предоставляет эти списки, эта комиссия рассматривает. И тут уже надо работать нашим комиссиям, которые на местах, потому что мы здесь как бы с министерства не можем говорить там, какой представитель АИЛ-УКМТ или там какой представитель квартального комитета включил какие списки своих родственников.
Поэтому мы распоряжением создана эта комиссия, которая должна на местах это все рассматривать. Здесь еще вот такой вопрос. До какого числа можно отправлять электронные заявки для получения гуманитарной помощи? Эта система у нас 1227 Тюндюкейджи, она открыта на время действия ЧСЧП, но в настоящее время мы разрабатываем такой проект, чтобы 1227 Тюндюкейджи, он в последующем остался как бы за министерством, и мы могли продолжать работу. Точно он будет работать до окончания времени действия ЧСЧП, а далее, если этот информационный ресурс оставят за нами, то он будет уже действовать на постоянной основе. Потом просят тут рассказать, говорят, пожалуйста, слышали кто про постановление о том, что гуманитарная помощь выдается только гражданам Кыргызской республики, что людям, не имеющим другое гражданство, выдача гуманитарной помощи якобы не предусмотрена? Я, по-моему, уже ответила. Если человек нуждается, соответственно, ему будет оказываться помощь. Теперь вот сегодня последнее время очень тревожит нас еще другой очень серьезный вопрос. Это вот возвращение наших граждан, которые работали в других странах, ну, в большинстве случаев в России, в Казахстане. И вот, вот они будут приезжать сюда, потому что в России мы видим тоже кризис охватил, какая-то часть будет приезжать. Вообще Министерство труда и социального развития вообще какие-то антикризисные меры насчет этого они вырабатывают в вопросах занятости в будущее, чтобы занять этих людей. И вообще на сайте правительства не было этого никакого такого документа. Почему? Потому что это очень важно, и об этом тоже спрашивают. Да, очень хороший вопрос. У нас сейчас вот тоже работаем над этим. По данным службы миграции, по-моему, около 100 тысяч ожидается, но буквально вчера, по-моему, Минэконом нам дала цифры, что 25 тысяч мигрантов, которые, возможно, вернутся нам в Кыргызстан. И, конечно, в настоящее время мы тоже рассматриваем именно как в дальнейшем после кризиса наши граждане, как мы можем им обеспечить самозанятость. Также в настоящее время у нас подготовлен проект постановления, в котором мы хотим именно развивать систему социального контракта. То есть мы, чтобы обеспечить людям как бы сферу занятости, да, чтобы они могли самообеспечить себя. И рассматриваем, конечно, варианты, которые могли бы доходоприносящие проекты разработать, поддержка именно наших граждан, которые, может быть, после снятия режима ЧП, возможно, какое-то время тоже останутся без работы, соответственно, без какого-то источника дохода. Эта работа ведется, также ведутся переговоры с международными донорами, в какой части они могут нас поддержать. Сейчас это все в проекте, да, разрабатываем. Вопрос. Да. У меня вопрос по поводу бюджета НТСР. Ну, сейчас мы все видим, что ваше министерство очень ответственное министерство. Вот в прошлом году сколько был бюджет вашего ведомства, и в этом году он на сколько процентов увеличился, потому что мы все знаем, что нуждающихся стало больше. Нуждающихся больше, но сейчас у нас в рамках вот этого кризиса, по-моему, должны были еще снова, там, возможно, будет секвестирование, но единственное то, что наши выплата государственных пособий, это все у нас как бы это защищенная статья. В рамках этого у нас урезаний не должно быть, но, конечно, учитывая, что у нас увеличится количество безработных, соответственно, может быть, у нас увеличится и получатели выплат на детей. Мы это ожидаем. Уважаемые коллеги, вот в рамках Министерства труда и социального развития есть госсоцзаказ, да?
И вот как раз таки вот возникла такая ситуация, когда коронавирус, он обнажил очень многие проблемы. И сегодня мы видим возврат наших трудовых ресурсов из других стран. Возможно, очень сильная безработица ожидает и у нас здесь в стране, да? И очень хорошо было бы, если бы Министерство труда и социального развития, оно как-то более гибкую систему продумало насчет, скажем так, выдачи лицензий там, или содействия выдаче лицензий для многих предприятий, бизнес-структур, возможно, чтобы они обучали людей на передел, то есть по новой профессии. В регионах мы видим, что очень много нуждающихся в финансовой грамотности. Очень много людей надо переориентировать на многие виды деятельности. Но смотрите, тот же, чтобы балансировку сделать, не нужно же в райцентр ехать, когда можно это из селе. И он мог бы спокойно эти вопросы решать. То есть какие механизмы или инструменты Министерства труда и социального развития будут разрабатывать или разрабатывают в этом направлении. Есть ли у вас такая информация? По реализации закона о государственном социальном заказе у нас вот министерство, которое одним из первых начал работать над этим проектом, в 2017 году у нас поменялся закон, и мы вот уже в 2019 году по общественно полезным проектам поддержали 56 проектов. Надо сказать, что у нас наше министерство с 2004 года реализует этот закон о госсоцзаказе. И если в самом начале у нас на это было предусмотрено всего около 4 миллионов, в прошлом году мы 38 миллионов это предусмотрели в бюджете именно на государственный социальный заказ. Госсоцзаказ это мы, как я уже сказала, мы реализуем в части общественно полезных проектов. Общественно полезные проекты, то есть мы подаем заявку, объявляем конкурс, и те организации, которые изъявили, у них есть готовые проекты, что они могут, что хотят они реализовать, именно по тем этим вопросам, которые относятся к нашему Министерству труда и социального развития, соответственно, мы это рассматривает специальная комиссия и поддерживает. Сфера деятельности этого госсоцзаказа, она очень большая, там и культура, и образование, и здравоохранение, и, как вы сказали, и переобучение тоже есть, и Министерство образования, в принципе, тоже может предусматривать эти же средства у себя, тоже может обучать. Соответственно, если нам подадут какую-то заявку именно по, как вы уже сказали, по предусматривающее какое-то, может быть, доходоприносящее, да, которое может быть именно направлено на занятость, самозанятость наших граждан, соответственно, мы это будем поддерживать. Просто гибкость, я понял, но очень много бюрократических проволочек, чтобы обучать и вообще давать лицензии для многих структур других, чтобы они могли обучать, да, этим дисциплинам. Вот, допустим, мы говорим в регионах очень возможны проблемы там, с насилием там, детей бьют там, и так далее. Да? То есть вот, очень важно было бы психологическое какой-то вот климат, да, изменить, позитивное мышление, такие вот курсы проводить. Но это в рамках каких-то таких программных моментов, это должно быть в действиях Министерства труда и социальной защиты. Это развитие, я думаю, эти вопросы вы будете учитывать. А можно я просто еще уточню вот насчет лицензии? Я, к сожалению, это министерство у нас оно не выдает лицензии. Министерство образования, да, я понимаю, но мы совместно с ними просто вот действия как-то вот более гибче сделать и продумать эту ситуацию, чтобы можно было выдавать многим компаниям, чтобы они проводили обучение. Почему? Потому что там очень такой вот стоп, такой вот везде сигнал при получении лицензии. И получается, что многие не могут это делать, и немногие могут, хотя это могут обучением заниматься, там, могут эти процессы взять на себя, но из-за того, что они дают лицензию, они не могут это производить. А это в интересах Министерства труда и социального развития.
чтобы как бы можно, больше людей можно было переориентировать на ту или иную другую деятельность. Вот дальше, кроме вопросов, у нас поступают еще такие предложения. Вот Ирина Сельская предлагает, говорит, комиссии работают по контролю распределения продуктов питания, но почему-то нет отчета о проделанной работе. Сегодня важно иметь прозрачность работы этих штабов, чтобы исключить ошибки по распределению помощи. И вовремя подсказать, где проживают семьи, действительно остро нуждающихся в помощи. Необходимо организовать ежедневные отчеты о проделанной работе, чтобы помощь была действительно необходима тем, кто в ней остро нуждается. И вторая наша тоже слушательница активная, это Махаббат Джумагулова, она пишет: тартылып жаткан жардамдардын системалык негизде алынып барылбагандыгын көп маселе жаратып жатат окшойт. Себеби кайдыгер эмес жарандардан келген жардамдар жетиштүү болуп жатат го дейт. Калктын аярлуу катмарына келген жардамдар толук жетишпегендиги бул факт. Себеби министрликтер өзүнчө тизме, мэрия өзүнчө, жергиликтүү аймактар өзүнчө, элдик штаб башында башка тизме менен иш алып барган, дагы эле алып барып жатасыздар. Бирдиктүү тизме, бирдиктүү анализ жок дейт. Ошол жагынан бир өзүңүздүн оюңарды айтып койсоңуз. На первый вопрос по отчету и прозрачности. Я, наверное, еще раз повторюсь, что у нас вот эта мониторинговая группа работает. Мы сейчас будем, они нам ежедневно будут предоставлять наш их отчет о том, как, в каком районе, в какой области эти данные, как они вводятся, насколько они достоверные. Как вы уже сказали, в принципе, мы готовы еще с вами сотрудничать, с представителями гражданского общества. Ежедневно мы предоставляем информацию на нашем сайте министерства о тех средствах, которые поступили на наш депозитный счет, о той гуманитарной помощи, которая идет через штаб по распределению гуманитарной помощи, о заявках, сколько нам поступает, о том, сколько у нас человек получили это. То, что касается разных списков, к сожалению, да, в начале, что есть такое, что в основном наши граждане обращаются в местные органы власти, в те же квартальные комитеты, в те же органы АИЛ-УКМЭТУ, и там АИЛ-УКМЭТУ и местные органы власти, может быть, по своим каким-то спискам предоставляют. Наши районные управления, они работают только через 1227 Түндүк-КЖ. То есть они выгружают ту заявку, которая им поступила непосредственно на этот сайт. В такой форме. Вот как раз к моим словам здесь написано: когда будет объявлен конкурс по государственным социальным заказам, особенно по доходоприносящим проектам, потому что увеличивается число бедных людей, которые не смогут обеспечить себя продуктами, особенно уязвимые женщины. У нас уже в этом году, согласно закону о государственном социальном заказе, мы должны были обновить состав грантовой комиссии. Мы объявление на прием в состав грантовой комиссии уже вывесили на нашем сайте, но, к сожалению, в связи с ситуацией с COVID у нас эта работа приостановлена. После снятия режима ЧСЧП мы уже продолжим работу. Можно, да, вопрос? У меня вопрос ко всем нашим гостям, да. Какие вы, вы же специалисты в своем деле, да, в Министерстве соцразвития, Министерство труда и соцразвития. Вот какие пробелы вы видите, да, вот в период пандемии, пробелы в вашем ведомстве? И предлагаете ли вы какие-то рекомендации? Вы или просто исполняете то, что сейчас происходит? Госслужащие не будут за себя говорить плохо, но по крайней мере. Какие пробелы хотя бы, да, видите вы?
Что нужно улучшить в период пандемии? Давайте с вас начнем. По поводу вот, защиты детей я бы хотела отметить, что по поводу именно суицидов, да, что предотвращение суицида при этом вопросе, вот ответственность прежде всего лежит на родителях. Да? Каждый родитель должен бережно относиться к своему ребенку, внимательно относиться. Ну, вот эти каждодневные проблемы, конечно, отвлекают родителей, и у них не хватает времени, но вместе с тем я бы, вот, пользуясь случаем, хотела бы обратиться к родителям, чтобы вы, если вы заметили, что ваш ребенок как-то странно себя ведет, как-то вот замкнулся в себе, вот, бросить все свои дела и вот обратить внимание на своих детей, чтобы не было вот таких вот печальных случаев. Также это касается вопроса насилия. И этим я хочу сказать, что вот не только государство должно, да, вот отвечать за вот насилие, за жестокое обращение, да, но это прежде всего это вот родители, это их дети, они должны прежде всего думать о своих детях. То есть вы вот перекладываете нет, ответственность на самих родителей? Нет, но это прежде всего родители должны думать о своих детях. Да, вот, когда уже начинаются вот такие ситуации, да, то уже на помощь приходит государство. Но вместе с тем мы работаем, мы проводим разъяснительную работу на местах. Мы строим ролики социальные, у нас работают вот эти телефоны доверия для детей, работают психологи на местах, есть кризисные центры в регионах, куда могут обратиться любой родитель. Если родитель не справляется с ситуацией, не справляется со своим ребенком, он может обратиться в любой центр. Да? Ему там предоставят бесплатную консультацию психолога. Вот это я хотела отметить. Вообще, как вы вот это представляете? Ребенок, вот он испытывает насилие, он взял, пошел и обратился туда, обратился сюда. А вот родители должны вот внимательно относиться. Если он не замечает, если они вот не справляются с ребенком, да, ребенок не слушается его, да, и он уже никак не может контролировать ситуацию, то в этом случае вот на помощь приходят вот эти наши отделы по поддержке семьи и детей. В каждом районе есть отдел, есть социальный работник, боевой комнаты, куда они могут обратиться, и они их направят вот, к специалистам, психологам. Да, извините, я вынуждена повторить свой вопрос. Какие вы пробелы видите в вашем ведомстве, например, в вашем отделе? Или нету никаких пробелов? Все у вас отлично проводится, люди довольны, министерство... Я воздержусь. Воздержитесь? Да? Хорошо. А вы? Я бы хотела отметить, что министерством проводится очень кропотливая работа, всесторонняя, да? И то, что на сегодняшний день было озвучено, что в каком-то районе не могут дозвониться, я бы хотела обратиться к гражданам, чтобы они, местные органы, не так вот заявку дали и да, дозванивайтесь, берут трубку, потому что это же по всей республике звонят. Поэтому я думаю, что идет работа непосредственно в каждом направлении. Пробелы в вашем? Можно, да, я слушаю так. Хорошо. Да, вот в связи с введением вот с режима чрезвычайного положения и ситуации мы поняли, что да, у нас, оказывается, во многих наших нормативках именно не прописано, как наши государственные услуги должны оказываться именно во время введения ЧС и ЧП. Те же выплаты, как они должны проводиться, продление справок, ну вот когда, допустим, освидетельствование мы граждан инвалидные должны как проводить, и как, допустим, выплачивать пособие, как делать доставку. И сейчас вот, учитывая настоящую ситуацию, нами уже вот вносятся изменения в наши постановления, в наши нормативные документы именно в части предоставления услуг, когда действует режим ЧС и ЧП. Допустим, продлеваются выплаты, когда, как они должны продлевается действие тех же справок МСЭК, медико-социальной экспертной комиссии, как продлеваются зарегистрированные безработные, как они должны продлевать свои эти справки и так далее. Поэтому у нас, конечно, да, есть, оказывается, тоже у нас в законах, в наших нормативках, мы это сейчас уже сделали.
уже дали на согласование и разрабатываем. В последующем мы для себя тоже уже выяснили, что во все наши нормативки, в наши законы нужно вносить именно, как мы будем работать во время ЧС и ЧП. Можно Ну. еще один вопрос, да? Немаловажный вопрос по поводу лиц с ограниченными возможностями. Вот сколько лиц с ограниченными возможностями сейчас получают пособие, да? И насколько я сейчас знаю, сейчас и родители, да, получают за то, что они смотрят Да. за такими людьми. У нас вообще родители, которые ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья, они у нас работают как персональные ассистенты. Да, для них это выплачивается оплата за их труд, за то, что они Какая сумма? 4600. Ой, 4900. 4900 они получают как персональные ассистенты. Всего у нас зарегистрировано 186 тысяч лиц с инвалидностью. Из них 30 тысяч, около 30 тысяч детей, это которые у нас... Нет, не ДЦП, это вообще ребенок с инвалидностью, он считается. И 68, по-моему, тысяч, которые у нас получают как лица с инвалидностью идут, а остальные они идут через социальный фонд, это уже работающие лица с инвалидностью. В режиме ЧС и ЧП всем нашим получателям услуг эти выплаты не задерживались. Мы выплатили уже за март, за апрель будет выплачиваться. Никаких вопросов именно по продлению сроков, по сбору справок, этого всего не было. Вышло специальное распоряжение, постановление правительства, по нему все они были продлены и выплачены. Получается, сколько родителей получают? 6500 родителей у нас сейчас являются персональными ассистентами. У нас еще вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, сколько раз может брать гуманитарную помощь бедная семья с 4 детьми? Один раз уже получили и звонят, чтобы еще раз ей оказали помощь. Мы уже, да, Бибигуль Гапибаева у нас задает вопрос. мы уже говорили, да, это не от того, что сколько раз, это нигде не написано, что они должны только один раз получать. Это если человек нуждается и этой семье нужна помощь, они должны получать. И, как я уже говорила, это зависит от того объема продуктовой помощи, которую ему оказали. Ему могут там оказать, допустим, мешок муки, да, или оказать там 10 килограммов муки. В этом есть разница. Поэтому у нас нет таких ограничений. Если один раз оказали, то больше не давать. То есть они могут вам обращаться еще? Да, если есть потребность, они обращаются. Но, как я уже говорила, мы базу уже вводим. До этого какая ему была помощь оказана там, в виде муки, масла, сахара или чего. Вот у нас Айнаш Намазова еще задает вопрос и как бы предлагает, говорит, необходимо, наверное, расписать в инструкции при вводе данных 1227 критерии получения гуманитарной помощи. Говорит. Потому что списки очень нереальные. Говорит. Большие, говорит, но говорит, вы там не расписано, непонятно что, поэтому, может быть, проблемы из-за этого тоже происходят. Да, мы сейчас, как я уже говорила, мы совершенствуем эту базу. В настоящее время мы разрабатываем положение именно на 1227 Тундукиджи, потому что он в таком чрезвычайном положении, его мы создали, нормативно хотим его подкрепить и уже, как я уже говорила, в дальнейшем оставить за нашим министерством. В этом положении мы уже будем прописывать четко, как эта система должна будет работать, какую информацию она будет охватывать, что мы оттуда можем брать, какая помощь будет оказываться. И в этой инструкции, конечно, это будет все отражено. Можно вас попросить обратиться к тем нуждающимся, да, 60%, да, к тем, которые еще ни разу не получили помощи и до сих пор ждут. Это уже завершение мы должны... Нет, просто не завершение еще. Уважаемые наши граждане, учитывая такую ситуацию, Министерство труда и социального развития прикладывает все усилия, чтобы оказать каждому нашему нуждающемуся гражданину нашу помощь. В случае, если вы
требуетесь нашей поддержки, поддержки государства, гуманитарной помощи, пожалуйста, мы вас просим обратиться в комиссию, в районную государственную администрацию, которая расположена. Можете обратиться в наше районное управление. И в первую очередь вам необходимо обратиться в квартальные комитеты, где вы проживаете, или АИЛ-УКМТ вашего села. Спасибо большое. Нету никаких. Заканчивать? Давайте. Вопрос такой, почему во время карантина не поддерживаются кризисные центры элементарными масками, антисептиками, защитными костюмами? Из-за отсутствия этого всего они были вынуждены закрыться, а женщины, подвергающиеся семейному насилию, не знают, куда обращаться. Кому этот вопрос задался? Я хочу сказать, что вот не все сейчас кризисный центр работает, но вот, как я уже говорила, работают онлайн-психологи наши на местах, и вот, пока дистанционно работает, но в случае насилия наши специалисты на местах выезжают на место и, соответственно, или направляют, если это касается МВД, Минздрава, работа идет. Нет, Но, вопрос к сожалению, по поводу предоставления обеспечения, да? Кто это, да, и обеспечение, почему не произошло вот именно на местах кризисных центров. И почему вот именно так вот случилось, что теперь вот они вынуждены дистантно. Не все же знают, что дистантно куда обращаться, они раньше знали, что есть вот здесь здание, туда можно пойти, там можно зайти и поговорить. А сейчас как они могут это все узнать? Можно, да, я тогда скажу. По поводу дезинфицирующих средств и других необходимых средств, которые нужны были в режиме ЧСЧП, международные наши организации, они нам помогают. Допустим, наши все социально-стационарные учреждения, которые находятся в ведении нашего министерства, это 17 ССО, они были обеспечены необходимыми средствами дезинфицирующими. Но в режиме ЧСЧП, как вы знаете, многие организации даже прекратили свою работу. И в частности, центры тоже не закрылись. Есть центры, реабилитационные центры, где дети остались, ну, дети или пожилые граждане, им тоже посильную помощь нами оказывается. Если, когда при обращении мы через наших международных партнеров по развитию, мы оказываем эту помощь. И, может быть, этому кризисному центру, может быть, нужно было именно обратиться, а так мы оказываем помощь. Уважаемые коллеги, я бы хотел, кто вот недавно присоединился к нам, объявить, что тема сегодня нашего прямого эфира – это откровенный диалог о ситуации в образовании и социальной помощи в Кыргызской Республике в период коронавируса и после. Мы на эту встречу приглашали представителей Министерства образования и науки и Министерства труда и социального развития. К сожалению, представители Министерства образования и науки, они в последний момент сегодня отказались приходить, и получилось, что мы сегодня здесь беседуем с представителями Министерства труда и социального развития. И я бы хотел по-новому представить, кто у нас сегодня здесь в студии. Это Кубатова Кулира Идрисовна, начальник управления по развитию социальных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам. Далее Джакнай Рустамовна Амракунова, главный специалист отдела государственных пособий. И дальше у нас Айнура Шашиналиева, главный специалист отдела по развитию социальных услуг семье и детям. И этот сегодняшний прямой эфир проводим мы. Я председатель Координационного совета общественных советов государственных органов Абдыров Төлөнбек Шакирович, и помогает мне член Координационного совета общественных советов, руководитель комитета по мониторингу внешней помощи Айтбаева Чинара.
Дальше у нас есть такие вопросы. Здесь у нас коллеги задают. Министерство труда и социального развития, НТУ, ИНСУ не предлагали помощи здравоохранению, они спрашивают. Сейчас не хватает межведомственного взаимодействия. А все списки уязвимых, пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья и других, как раз все эти списки у вас, говорят. И вы, говорите, значит, взаимодействия нету, если вы не поделились ими, или работа какая-то ведется в этом направлении? Нет. До этого у нас разговор шел только именно по предоставлению гуманитарной помощи. Да? Гуманитарная помощь, мы сказали, через этот наш интернет-ресурс 1227 Тендукиджи. Что касается тех получателей, которые у нас состоят на учете, с ними эта работа также и проводится. Пожилые граждане, которые одиноко проживают, нуждаются в социальном обслуживании на дому, соответственно, они эту услугу также получают. Мы наших социальных работников обеспечили, насколько возможно, дезинфицирующими средствами, масками и так далее, и они эту помощь оказывают. То есть та услуга, которая должна оказываться Министерством труда и социального развития, эта услуга также оказывается. Что касается других взаимодействия со здравоохранением, то есть у нас одинокие пожилые граждане ВВЗ, которые нуждаются в социальном обслуживании на дому, в нашу часть входит то, что мы должны им предоставить продуктовые наборы принести, там уборка дома, обеспечить лекарствами, в котором он нуждается. И также эти граждане, они как лица с инвалидностью, они состоят на учете в организациях здравоохранения. Поэтому эта работа, она и велась, и ведется в том же русле. То есть взаимодействие, согласованность есть, вы имеете в виду? Конечно, да, мы в этой части работаем, да. Но вот видите, мы же до этого вопроса задавали, что многие не могут связаться с райгосадминистрациями, не могут, подают списки и не могут получить помощь. То есть очень много проблемных ситуаций. Да? Да, это ситуация, то, что касается продуктовой помощи. Из-за того, что сейчас человек не может выйти, мы их обеспечиваем этой помощью. Да? А то, что касается социальных услуг, государственных услуг, которые функциональны за нашим министерством, эта работа ведется. И, кстати, в той части, то, что при определении нуждаемости, мы всегда, конечно, ставили приоритет на тех лиц, которые у нас состоят на учете. Допустим, это одинокие проживающие граждане, которые социальные работники непосредственно знают, в чем они нуждаются, и, соответственно, они эту помощь им оказывают. Видите, вот здесь вопросы хорошие задают. Говорят, списки, говорит, и мы, говорит, и нуждающихся очень много, и проблем. Вот я до этого вам задавал, что не могут со своими семьями получить эту помощь. А вот у нас одна из тоже активных членов общественных советов, вот Керимова, она пишет, что через красный месяц Кыргызстан оказывается в жилмассивах, даже при отсутствии прописки, помощь, они раздают эту помощь. И почему-то они нуждаются, да, кто нуждается, они очень более мобильные и оперативнее действуют в этом направлении и доставляют эту помощь. С красным полумесяцем наше министерство тесно работает. Они, кстати, всегда до этой ситуации они оказывали эту же помощь, также оказывали помощь. По спискам нуждающихся наши с ними всегда совместно работали. Первыми, кстати, они начали оказывать помощь именно одиноко проживающим, пожилым гражданам и ЛОВЗ. Поэтому, что касается красного полумесяца, это самые первые наши партнеры, которые с нами сотрудничают. И в настоящее время в штабе тоже, кстати, волонтеры именно с красного полумесяца, которые нам помогают. Не знаю, помогать, я говорю, что красный полумесяц, Сартовна, она у нас член общественного секретариата Координационного совета. И она очень активно работает и доносит
эту помощь быстро. Нельзя ли вот быть Министерству труда тоже так же мобильным, имеется в виду? Вот, Чинара вам говорит, там в списке столько людей скопилось, никак не могут получить. Как-то же надо сдвигать эту ситуацию. Как я уже сказала, до даже открытия 12.27, вот когда уже только вот это, даже режима чрезвычайного положения не было, только была ситуация, мы уже работали с красным полумесяцем. Они уже через наше районное управление с нашими, они как бы формировали списки и оказывали помощь. Речь не Можно? о красном полумесяце, А вообще, да? о Министерстве труда и социального развития. Можно вопрос, да, уточняющий? Вот сколько денег нужно сейчас, чтобы обеспечить всех, кто подал заявки? Я не могу сказать насчет вот всех, кто подал заявки, но мы, согласно закону о продуктовой безопасности, где есть расчет на среднефизиологическую потребность человека, вот, которую мы должны потреблять, мы сделали расчет для наших партнеров по развитию, и оказалось, что по нынешним ценам у нас где-то 3997-4000 сомов в месяц мы должны на такую сумму закупать продукты на одного человека. И когда мы посчитали уже по официальным данным, то есть мы взяли тех людей, которые у нас, тех граждан, которые у нас состоят на учете, тех граждан, которые нам Минэконом дает, которые временно высвободятся в связи с тем, что введен режим ЧП-ЧС, у нас получилось где-то 1 832 000 человек. Это на сколько? Да. Нет, это 1 832 человека. 2000 человек точнее. И когда мы по 4000 сомов посчитали на месяц, то в месяц у нас вышло 7 миллиардов 325 000 сомов, по-моему. 325 миллионов. То есть 7,3 миллиарда сомов нам нужно, чтобы мы могли 1 832 000 обеспечить в месяц той средней физиологической нормой, которая нам требуется. А эта сумма выделена вам? К сожалению, не выделена. То есть В рамках продбезопасности мы такие расчеты делали, да. То есть те люди, которые 450 человек подали заявки, не получили помощи, да, они не получат, да, получается, помощь? В смысле не получат помощь с деньгами или как? Нет, продуктовая помощь. Продуктовую помощь нет, мы же говорим же, вот, которые вы говорите, которые у нас на Тунде Кейджи, да, эти... Знаете, я вам еще раз говорю, вот там может быть так, что вот он сегодня получил эту продуктовую помощь, да, и давайте думать, на следующий раз тоже оставлю заявку, да, вот я сегодня получила, на будущее еще сделала заявку. Там не факт в том, что эти 450 000, которые там остались, они вообще не получали. Там есть люди, которые до этого получили, но они на следующую еще подали заявку. И я как уже говорила, у нас вот система сейчас, она как бы не фильтрует ни по номеру, ни по адресу, ни по фамилии, ни по ИНН. Мы просто, если человек подает заявку, мы эту заявку принимаем. И это общая статистика сейчас, которая у нас есть. Сравнить одни и те же адреса, это сложно? Что Нет, просто это абсолютно несложно. Это тоже мы можем отследить. У нас, когда вводят наши операторы, что вот человек получил эту помощь такую-то, вся база на этого человека, которого он, вся помощь, которую он получил, она высвечивается, да? По дате ввода мы видим, что это человек. Но мы не можем сейчас сказать, вот ты сегодня получил, я тебе сейчас у тебя не буду принимать заявку, потому что мы не знаем, а может быть он еще нуждается, может ему еще нужно. Поэтому мы говорим же, мы никого сейчас из этой системы не вычеркиваем, мы ее оставляем. Если ему нужна помощь, он подает заявку, она у нас остается. То есть, если вы видите, что этот человек получил, да, просто немножко противоречивая информация, да, то есть вы видите, что этот человек может по несколько раз получить, если он в системе. Да, допустим, вот я же говорю, вот он сегодня получил, ему отвезли То есть помощь. вы приоритеты не делаете, да?
Мы же говорим, мы эту заявку вытаскиваем, даем органам местного самоуправления. Органы местного самоуправления, они составляют эти ведомости. Допустим, по этой ведомости, они когда нам предоставили помощь, отдали эти ведомости, мы ввели, что Иванов там получил муку, сахар и так далее, но снова Иванов подал заявку. Мы в системе его видим, что он уже получал помощь, но из системы его заявку мы не вычеркиваем, она у нас остается. Уважаемые коллеги, мы уже 1,5 часа с вами в прямом эфире задали достаточное количество вопросов, обменялись мнениями и, естественно, хочется сказать, что не от праздной жизни эти вопросы сегодня задаются. Многие люди действительно на местах, они не охвачены вот этой помощью, где-то больше получают, где-то меньше получают, где-то они в список не вошли. Это просто вот от той бюрократической какой-то проволочки, где-то недостаточно очень серьезное отношение было. Но сегодня мы видим, что очень тяжелое положение, и людям надо до каждого просто донести, до каждого достучаться. Это очень ответственно и сложно, конечно, понимаю. Но для этого и есть Министерство труда и социального развития, которое должно действовать в этих условиях очень оперативно, мобильно, очень быстро. Где-то эти бюрократические проволочки, может быть, ломая. Почему? Потому что это стоит на кону, это вопрос элементарный, вот, чтобы люди не голодали. Это очень серьезный вопрос. И то, что вот задают вопросы, что около 450 тысяч до сих пор не получили. Если у вас в этой системе она уже отслеживает, эта система, что кому выдали, и это же надо наладить эту работу, но просто, я думаю, давно должна наладиться эта работа и не доводить вот до такого состояния. Плюс ко всему прочему, люди на местах, они не достаточно владеют информацией. Мы поэтому с вами говорили, что для руководства министерства надо очень это нужная такая работа, которая должна быть, чтобы освещать свою деятельность. Мы знаем, что министр он очень такой креативный, очень такой вот, жизнедеятельностный такой человек, который пытается очень много что-то сделать, но достаточно работы не видно, не слышно то, что он делает, и поэтому возникают тоже также вопросы. Но хотелось бы, чтобы сегодняшние озвученные вопросы, они очень серьезно взялись на контроль для Министерства труда и социального развития, чтобы до каждого достучаться, чтобы семейного насилия чтобы не было, детей, чтобы у детей суицидов мыслей даже не было о суициде, чтобы кто получает пособие, они получали также, чтобы государство предусмотрело свои социальные обязательства перед гражданами. То есть очень много таких моментов и нареканий вот со стороны населения, чтобы они снимались, эти вопросы. И подводя итоги, я бы хотел выразить свою признательность и благодарность, что сегодня, несмотря ни на что, вы пришли, поучаствовали вот именно в такой диалоговой площадке, попытались ответить честно на многие наши острые даже порой вопросы. И хотелось бы в конце, если у вас есть какие-то пожелания, может быть, вы скажете, и мы, каждый, и мы уже, наверное, закончим сегодняшнюю нашу встречу. Я бы хотела обратиться вот именно по своему направлению, вот, к родителям, да, вот в настоящее время вот наши дети сейчас, вот, как бы сказать, заперты дома, да, плюс вот это вот дистанционное обучение, это вот огромный стресс для детей, не только для детей, но и для родителей. Вот это привыкание к новой системе обучения тоже какой-то, не знаю, рождает конфликт между родителями и детьми, и в этом случае, чтобы предотвратить насилие, вот, чтобы дети не подвергались насилию со стороны родителей, я хочу обратиться к родителям, чтобы они как-то бережно относились, да, и терпимее были к своим детям, чтобы не было таких печальных фактов у нас. Пожалуйста, любите своих детей и бережно относитесь к ним. Я бы тоже хотела попросить граждан, чтобы относились с терпением в такой тяжелый период на сегодняшний день и соблюдали все правила гигиены.
Спасибо. Я хотела во-первых, выразить благодарность организаторам, что предоставили нам такую площадку, где мы вот так могли рассказать подробно всю про ту работу, которую мы проводим. И те ваши острые вопросы и те ваши все пожелания, это для нас очень большой стимул. Вы благодаря нашему гражданскому обществу мы знаем, где у нас какие пробелы, где нам нужно подтянуться, что нам нужно сделать. И это с вашей стороны очень такая большая помощь для нас. И, конечно, мы понимаем, что у нас население сейчас очень в тяжелом таком положении. Мы стараемся каждому оказать помощь, довести нашу помощь до каждого, но, к сожалению, все наши усилия сейчас, которые мы проводим, до этого, нашей памяти, оказывается, никогда такого случая еще не было, и дай Бог, чтобы его и не было, таких ситуаций. Мы стараемся наладить эту систему, стараемся совершенствовать все, что мы сейчас делаем, и оказать ту социальную поддержку, которую в рамках нашего министерства, которую мы делаем, чтобы не было сбоев там же с теми же выплатами, с другими нашими государственными поддержками. Надеемся на ваше понимание, на вашу помощь, и любое ваше предложение, любое ваше замечание, оно не остается вне нашего внимания. Мы на этом всегда работаем и думаем, будем еще дальше налаживать работу, именно которая улучшит нашу систему предоставления социальных услуг. Спасибо большое. Спасибо, что вы открыты, что стараетесь быть прозрачными. Мы надеемся, что вы включите представителей гражданского общества, мониторингового. Ну, спасибо вам большое за ваши пожелания, за то, что, я еще раз говорю, вы нашли свое время прийти сюда, ответить на очень острые вопросы и постарались объяснить ту работу, которую проделывает ваше министерство. И для слушателей я хотел бы сказать, что сегодняшняя наша встреча, наш прямой эфир, это был со стороны организованного координационного совета, общественных советов госорганов при поддержке проекта Европейского Союза «Открытые сообщества, открытые СМИ». И я надеюсь, что у нас дальше будут еще такие же встречи. Мы вас всех ждем в нашем эфире. И я думаю, что в следующий раз мы тоже будем приглашать другие министерства и будем задавать тоже не менее острые вопросы. Хотелось бы всем нам пожелать, чтобы быстрее этот карантин прошел, чтобы мы все вышли из этого карантина здоровыми, чтобы у нас всегда было все хорошо, чтобы мы больше не испытывали никогда таких проблем, ситуаций, и мы всегда были готовы к любым каким-то проблемам, которые вдруг будут впереди нас. Вместе мы сила. Берегите себя.